Здравствуйте, в эфире «Настоящее время» из студии в Вашингтоне. С вами Игорь Тихоненко. И сегодня в программе: жизнь в неизвестности. Судьба вынужденных переселенцев в Украине. В Кыргызстане конопля растет даже у дворца президента, несмотря на борьбу с наркотиками властей. И то, о чем еще год назад и мечтать не могли. Джон Керри поднимает американский флаг на Кубе. Но начинаем мы по традиции с новостей из Праги. Шахида. Спасибо, Игорь. События дня в настоящем времени. В Праге с вами Шахида. Якуб, здравствуйте. Начнем с гуманитарной ситуации в Украине. По данным Министерства социальной политики страны, на июль этого года в стране насчитывалось около 1,5 миллиона вынужденных переселенцев. Большинство из них – это люди, бежавшие от войны, жители востока Украины. Светлана Нефедова и ее семья, спасаясь от обстрелов, бежали из города Красногоровка год назад. До войны эта многодетная семья редко выбиралась за пределы своего городка, а сейчас не знает, когда вернется домой. Всего у Светланы 3 дочери и 8 сыновей. Несовершеннолетних подростков и молодых мам Светлана забрала с собой. Так и живут вместе 5 детей: Семен, Марк, Андрей, Александра, Анна и 4 внуков: Илья, Назар, Максим и Диана. Старшей дочери 34 года, младшему 14 лет. Быт у семьи Нефедовых налажен четко. Тут график дежурств по кухне, по уборке помещений. Сыновья Светланы за нянек. Для занятий с младшими внуками тоже есть свое расписание. Это дежурство на этаже, где мы живем, лестничная клетка. Это дежурство игровая. Нянчат детей и сами же и убирают. Население Красногоровки заметно сокращалось и до боевых действий. Этот показатель был самым высоким в Украине. За время войны численность населения упала с 16 до 2000 человек. Остались только пожилые люди, которым платят пенсию, и мародеры, которые тем и живут, рассказывает Светлана. Ну, остались те, кто никуда не поедет работать и учиться, потому что они, кроме того, что пить и воровать, ничего не умеют. Ну и то, даже этот контингент, и то они уже, глядя на это все, что там творится, там же стреляют до сих пор, они не прекращают стрелять. И то все как-то стали более дружные. Красногоровка сейчас серая зона. Город находится между 2 огней, и обстрелы не прекращаются до сих пор. Я поняла, так оно видно, где больше места скопления людей и что больше людей волнует. Что больше волнует? Дети. Если для детей условия разбиты, все уже, там никто не останется, все боятся. В основном-то за детей хватаются и бегут. Самая большая проблема – это неизвестность. Что будет дальше? Куда мы поедем? Эти вопросы особенно волнуют переселенцев. К тому же найти работу при фронтовом Мариуполе, заполненном беженцами, практически невозможно. Не раздражает, а, как сказать, гнетет, что ли. То, что не знаешь, что завтра будет, что будет через месяц тоже. Сидишь и думаешь там, а что завтра? А куда потом? Юлия Гаркуша, Андрей Рыжков из Мариуполя. Миллионы долларов, тысячи туристов и десятки обещаний. 3 года назад Украина совместно с Польшей приняла футбольный чемпионат Евро-2012. На создание новой спортивной инфраструктуры были потрачены бюджетные средства. Что сегодня осталось после праздника футбола, узнавала Ирина Любич. Все ради футбола. На проведение чемпионата Евро-2012 в Украине денег не жалели. За 3 года потратили почти 4,5 миллиарда долларов, а это примерно четверть бюджета страны. На эти деньги построили и реконструировали 4 стадиона и аэропорта, закупили скоростные поезда и подготовили 2000 километров дорог. Впервые мы увидели, что строительство автодорог у нас может быть качественным, оно может быть эффективным, и они не пропадают через, скажем, несколько сезонов. Да. Однако за построенные 3 года назад дороги Укравтодор расплачивается до сих пор, говорят эксперты. Из бюджетного миллиарда долларов 820 миллионов идет на обслуживание займов. В долгах остались и стадионы, рассказывает исполнительный директор НСК «Олимпийский». Чтобы спортивная арена могла себя окупить, занялись активной коммерческой деятельностью. Проведение различных массовых мероприятий, конференций, выставок, свадеб, съездов, дней рождения, новогодних, выпускных баллов. А вот Львовский стадион активной спортивной жизнью похвастать не может. Его от закрытия, по сути, спас клуб «Шахтер», которому из-за военных действий пришлось уехать из родной арены в Донецке. От местного аэропорта остались одни руины.
Не получили обещанного пассажиропотока и аэропорты в других городах. Туристы предпочитают строить свои маршруты в обход Украины. Наиболее загруженным остается столичный Борисполь. Но и в его работе возникают вопросы. Построили терминал Д, закрыли терминал А, терминал Б, терминал С, терминал Ф. 4 терминала в Борисполе закрыли, стоят, пустуют, и никто внятно не может объяснить, как их использовать. Более успешным эксперты называют вложение в железную дорогу, а именно покупку скоростных южнокорейских поездов Hyundai и отечественных Тарпан. Это, наверное, был единственный проект серьезного уровня по развитию и по модернизации подвижного состава на железной дороге, на Укрзалезнице с момента вообще независимости Украины. Автобусы и троллейбусы, которые закупили к чемпионату, работают и сегодня. Как и милиционеры и медики, которые благодаря Евро-2012 выучили английский. Ирина Любич, «Настоящее время», Киев. Ну и продолжая тему о заброшенных зданиях, Одесский архив, хранящий в своих стенах уникальные исторические документы, на грани полного уничтожения. Старое здание находится в катастрофическом состоянии. Спасать коллекцию, пользующуюся мировой популярностью, пока никто не спешит. Подробнее Всеволод Ананьев. Польская грамота с сургучной печатью, датируемая 1572 годом. Оригинальные чертежи знаменитого Одесского оперного театра и тысячи других уникальных документов. Одесский архив может похвастаться завидной коллекцией. Есть здесь даже автограф Александра Пушкина. Вокруг этой записи целая история. Поэт расписался в получении командировочных за истребление саранчи на Херсонщине. Ну, как известно, он не ездил и саранчу не уничтожал, да? И потом написал: саранча летела, села и все съела. Но скоро тысячи подобных историй могут остаться без документального подтверждения. Архив на грани исчезновения. Старинное здание бывшей синагоги уже давно не может вместить такой объем документов. Искусственно надстроенные этажи лишь увеличили нагрузку, и теперь все здание в огромных трещинах и держится на подпорках. Тем не менее, в аварийное помещение продолжают приезжать читатели и исследователи со всего мира. Воин Майстрович прибыл сюда из Канады за уникальными данными. Он пишет диссертацию о Красной армии. В этих стенах Майстровичу удалось найти неопубликованные воспоминания офицеров Третьего Украинского фронта. В Канаде, конечно, всегда архивы в лучшем состоянии находятся. Что касается персонала, ничем не уступают здесь. Здесь можно изучать историю переселенцев из Швейцарии, Германии, Польши, Италии, Греции. Освободительное движение на Балканах тоже привело к миграционным процессам в Одесский регион. Говоря о архиве, а это большой пласт документов конца 18 века до сегодняшнего дня, они во многом связаны и с историей европейских государств. К сожалению, сетует директор архива, этого не понимают украинские власти, которые за годы независимости не предприняли никаких шагов для спасения уникальной коллекции. Обещал помочь с новым помещением нынешний губернатор Михаил Саакашвили. Но, как и от предшественников, пока от него никакой конкретики. Всеволод Ананьев, Сергей Гончаренко. «Настоящее время», Одесса. Теперь слово нашим коллегам в Вашингтоне. Игорь. Спасибо, Шахида. США призвали азербайджанские власти незамедлительно освободить правозащитников Лейлу и Арифа Юнус, которых суд приговорил к 8,5 и 7 годам тюремного заключения соответственно. На брифинге для прессы в четверг пресс-секретарь Госдепартамента США Джон Кирби заявил следующее, цитата: «Совершенно очевидно, что обвинения связаны исключительно с их правозащитной деятельностью и участием в конструктивных программах народной дипломатии, цель которых ослабление напряженности и укрепление стабильности в регионе». Конец цитаты. И Всемирная продовольственная программа ООН приступила к распределению наличных денег в районах Луганской и Донецкой областей, находящихся под контролем правительства, говорится на официальном сайте организации. Помощь получат 600 тысяч человек, в основном внутренне перемещенные лица. Каждому выдадут сумму в гривнах, равную $20,5 США. В ООН заявили, что эти наличные средства позволят людям купить продукты питания, которые не входят в продуктовые пайки: свежие овощи, мясо и молочные продукты. В ООН также полагают, что помощь в виде наличных денег будет отчасти содействовать развитию местной экономики. И госсекретарь США Джон Керри прибыл на Кубу, чтобы поднять американский флаг над посольством США в Гаване. Фактически, посольства США и Кубы открылись 20 июля. Как известно, недавно страны договорились о восстановлении отношений, прерванных 54 года назад.
Кубинское правительство организовало пышное мероприятие по этому поводу еще в прошлом месяце, а США решили отложить официальную церемонию до того момента, когда делегацию сможет возглавить госсекретарь США Джон Керри. Выступая на церемонии, Керри в частности сказал: «Сегодня исторический день, когда разрушаются старые барьеры и возникают новые возможности. Президенты двух стран, Барак Обама и Рауль Кастро, приняли смелое решение перестать быть пленниками истории и вместе строить новое будущее». Конец цитаты. Госсекретарь обратился также и к кубинцам на испанском языке. Ни США, ни Кубе не стоит бояться установления новых отношений, подчеркнул он. И в свете потепления дипломатических отношений между Вашингтоном и Гаваной многие кубинцы надеются на ослабление миграционных ограничений, что позволит им, наконец, покинуть страну. Однако у Карлоса Гонсалеса, кубинца с американским паспортом, другая мечта. После начала оттепели в американо-кубинских отношениях он выставил свой дом в штате Мэриленд на продажу и направился на Кубу. Почему? Нам расскажет Кэролин Присутти. Карлос Гонсалес отправляется в необычное путешествие. После выхода на пенсию он решил вернуться на родину вместе со своим племянником. Гонсалес вырос на Кубе. Кто-то из его родных поддерживал инсургента Фиделя Кастро, кто-то другого диктатора Фульхенсио Батисту. Когда ему было 13 лет, семья бежала в Америку. Полвека спустя, после открытия посольств в Вашингтоне и Гаване, Гонсалес готов вернуться на родину. Навсегда. Я чувствую связь с Кубой. Там родились мои предки, там моя история. Я принадлежу ей. Гонсалес доберется до Майами на машине, а оттуда вылетит в Гавану, где ему предстоит адаптация к новой жизни и возвращение в прошлое. Да, в том смысле, что там нет новых автомобилей, все из 50-х годов. Но это и есть Гавана. Люди хотят вернуться в 50-е. Зачем ездить в торговые центры или в Лас-Вегас? В свой первый приезд на Кубу Карлос увидел, что старое там сочетается с новым. Он побывал на том месте, где его дядя рассказал ему о знаменитом соседе. Он сказал: «Видишь вон тот дом? Ты туда не ходи, там живет противный старик». Мне тогда было 9-10 лет. Я ответил: «Я хочу посмотреть на этого старика, как он выглядит». Старик оказался никем иным, как Эрнестом Хемингуэем. В течение последующих 2 лет Гонсалес ходил к нему в гости, пил с ним лимонад и часами просиживал в его библиотеке. На Кубе Карлос провел месяц, ожидая подтверждения его кубинского гражданства. Теперь же в его планах фильм о долгожителях острова от 100 лет и старше. Я подумал: Господи, вот кто знает историю Кубы. Они родились во время Испано-Американской войны и пережили ее. Уезжая на Кубу, Гонсалес возвращается в прошлое, но думает о том, что ждет его в будущем, в более открытой стране. И в заключение кубинской темы бывший лидер страны Фидель Кастро опубликовал открытое письмо, обращенное к своим соотечественникам. В письме нет упоминания об историческом открытии американского посольства в Гаване, однако есть критика внешней и экономической политики США после окончания Второй мировой войны. Кастро считает, что США должны его стране миллионы долларов за наложенное в 1960 году торговое эмбарго, которое, по его словам, нанесло серьезный урон коммунистической экономике Кубы. И в Вашингтоне появилась частичка Берлина. В американскую столицу доставили один из фрагментов стены, разделявшей город в годы Холодной войны на западную и восточную части. Как раз на этой неделе исполнилось 54 года с момента ее возведения. Кусок бетонного заграждения высотой в 3,5 метра станет экспонатом нового музея. А уникальность его в том, кто в буквальном смысле приложил к нему свою руку. Роман Мамонов узнал детали. Грузовик с куском бетона на улице у Госдепартамента мог бы остаться незамеченным. Тут много месяцев идет стройка, к которой все привыкли. Но десяток телекамер, немецкая речь рабочих и суматоха среди сотрудников дипведомства выдавали важность момента. Этот самый кусок бетона – часть Берлинской стены и дар Атлантического совета и одной из немецких энергетических компаний. Его привезли из Лейпцига. Правда, путь этого бетонного сооружения был долгим. Дело в том, что авторы идеи решили, на стене должны оставить свои исторические следы.
следы, все, кто приложил руку к ее падению. Этот фрагмент объехал всю Европу, чтобы на нем могли расписаться те, кто воссоединил Германию. Бывший канцлер Германии Гельмут Коль, бывший президент США Джордж Буш-старший и бывший президент СССР Михаил Горбачев. Фрагмент побывал во многих странах, как символ тех изменений, которые произошли после ее падения. А привезя этот фрагмент сюда, мы хотим подчеркнуть неразрывные связи, которые объединяют США и Германию. Кроме Буша, Коля и Горбачева, свои автографы на фрагменте стены также оставили нынешний канцлер Германии Ангела Меркель, экс-президент Польши Лех Валенса, бывший госсекретарь США Джеймс Бейкер, всего 1,5 десятка фамилий политиков и общественных деятелей, причастных к падению стены и воссоединению Германии. И сфотографироваться с артефактом холодной войны выстроилась очередь. Посмотреть на уникальный экспонат удалось немногим. Всего час привезенный фрагмент Берлинской стены находился здесь, снаружи Государственного департамента. После этого его аккуратно краном отправили на минусовой уровень строящегося музея американской дипломатии. Посетители сначала увидят стеклянный павильон, при входе в который им будет открываться вид на этот фрагмент Берлинской стены. И зрители должны будут спуститься по мраморной лестнице к нему, то есть он будет центральной частью экспозиции. И мы в восторге, что это происходит сегодня. Правда, увидеть фрагмент стены с автографами мировых лидеров вашингтонцам и туристам удастся еще не скоро. Музей откроется только в 2017 году. Глядишь, переживет и еще одно похолодание в отношениях Запада и Москвы. Роман Мамонов, Анатолий Кошенко. Настоящее время. Вашингтон. И эфир продолжит коллеги в Праге. Шахида, пожалуйста. Спасибо, Игорь. Верховный суд России рассматривает жалобу на условия приема в школы детей мигрантов и беженцев. Ранее Минобразование страны приняло указ, согласно которому при приеме детей в школу родители должны предоставить свидетельство о законном пребывании на территории России. В результате детей мигрантов и беженцев стали отчислять из школ. Беата Бубенец пыталась разобраться в этой истории. 8-летняя Мохаммед Ахья Дуа отлично говорит по-русски и представляется Дашей. Дуа и ее мама Насерт Хафтхар бежали из Сирии, когда там началась война. В России они получили временное убежище. В прошлом году Даша должна была пойти в 1 класс, но устроить дочь в школу Насер не удалось. 8 лет сейчас, дочка моя. Я хочу в школе так. Причина отказа – отсутствие временной или постоянной регистрации, которую необходимо обязательно указывать при подаче заявления через портал государственных услуг. Что подразумевает эта форма? Что нужно обязательно внести туда данные регистрации. Без этого ты не можешь зачислить ребенка. Такая форма подачи заявления на прием ребенка в школу прописана в 32-м приказе Министерства образования и науки. На него обычно и ссылаются директора школ при отказе в зачислении детей-мигрантов. Анастасия Денисова курирует проблему получения образования детьми беженцев. Насерт Хафтхар и Даша не единственные, кто пострадал от этого приказа. Более 50 семей из Сирии, Афганистана, Украины и России уже обратились в Комитет помощи беженцам, гражданское содействие с аналогичной проблемой. То есть вот эта электронная очередь – это один камень преткновения. Необоснованное требование годовой регистрации – это второй камень преткновения. А в целом мы оспариваем вообще требования предъявления регистрации, поскольку это не должно иметь отношения к детям. Комитет гражданское содействие обратился в суд с жалобой на приказ Министерства образования и науки. Основной аргумент правозащитников – этот приказ противоречит Конституции Российской Федерации, Закону об образовании и Международной конвенции о защите прав ребенка. В самом Министерстве образования подтверждают право каждого ребенка на получение образования и не видят никаких ограничений в приказе номер 32. Законность этого документа предстоит оценить суду, который назначен на 27 августа. Беата Бубенец, Москва, для настоящего времени. Марихуана как валюта. В кыргызском селе Тюб, где собирают львиную долю конопли в стране, еще недавно коробком гашиша можно было и в магазине расплатиться, и на свадьбу в качестве подарка принести. Несмотря на постоянную борьбу правоохранительных органов с наркотиками, найти конопляные плантации не составляет труда. Дикая конопля растет практически в каждом огороде. Наш корреспондент Жибек Бегалиева побывала в удивительной деревне. Это кадры очередного задержания наркоторговцев в Кыргызстане. Два предприимчивых гражданина прямо у себя на даче изготавливали и продавали гашиш.
А это уже другой район Чуйской области. Молодые люди жили в палатке и якобы присматривали за кукурузой. На деле среди зарослей злака фермеры выращивали коноплю. Ухоженные грядки с каннабисом занимали несколько сот гектаров. В этом году из-за небывалой жары сезон сбора урожая конопли начался раньше обычного. Несмотря на то, что правоохранительные органы время от времени устраивают показательные скашивания, найти конопляные плантации в республике не составит труда. Ростки каннабиса можно увидеть даже напротив здания администрации президента. Про кыргызские наркотики говорят везде, по всему миру. Я сейчас говорить не буду о том, что это наркотик, каким образом они там являются качественными, это потому что будет это как реклама для молодежи. Наркотик – это и есть наркотик. В рекламе чуйская или сыкульская трава точно не нуждаются. Знающие туристы всегда в курсе, где можно разжиться запрещенной зеленью. Совсем недалеко от Исыкуля знаменитое село Тюб. Именно здесь собирают львиную долю наркотиков растительного происхождения, производимого в Кыргызстане. Они уже друг другими, вот, как вместо денег, вместо чем они с ним рассчитывались. Чем рассчитывались? Ну, с анашой, с коробами, торговлю, магазина. Анаша до недавних пор была в селе своеобразной денежной единицей. Коробком гашиша можно было и в магазине расплатиться, и на свадьбу в качестве подарка понести. Местные жители по секрету рассказывают. Нет-нет, иногда кто-нибудь предлагает отдать долг анашой. Каждый третий человек уже с села занимались этими. Но сейчас не так уж. Сейчас только некоторые занимается. Однако до сих пор купить наркотик в селе несложно, даже посторонним. Сколько стоит? 3000. Нормальный? Урожай этого года. Впрочем, это и не удивительно. Дикорастущей конопли в деревне полным-полно. Во дворах и огородах исыкульцев сорная трава растет сама по себе. Каждую неделю милиционеры обходят дома и следят за тем, чтобы сорняк своевременно скашивали. Коноплю вон там, в конце огорода надо скосить. Среди местных жителей 50% кто увлекается наркотическими средствами. Время от времени в стране предлагают снова легализовать производство каннабиса. Дело в том, что в советский период почти каждый колхоз в Киргизской ССР засевал около 500 гектаров индийской конопли. Впрочем, идею кыргызстанцы так и не поддержали, ведь и без этого за полгода конфисковали более 20 тонн различных наркотиков, включая такие тяжелые, как героин. Джубек Бегалиева, Азат Антумаков. Настоящее время. Бишкек, Кыргызстан. У наших коллег в Вашингтоне другие темы. Спасибо, Шахида. В 2018 году впервые в своей истории Россия станет страной-хозяйкой чемпионата мира по футболу. Это право Российская Федерация получила в декабре 2010 года. Однако события последних лет, в первую очередь российская аннексия Крыма и военный конфликт в Украине, настроили многие государства мира против России. Продолжение темы в материале Вадима Оленичева. Если верить словам некоторых аналитиков о том, что спорт, и в частности футбол, в любой стране является отражением общества, то у россиян сегодня достаточно серьезных проблем. Начать с того, что за последние 2 сезона в национальном чемпионате Российской Федерации зарегистрировано около 200 случаев проявления расизма по отношению к чернокожим и другим небелым игрокам. Если подобные инциденты будут зафиксированы на чемпионате мира, то это не сулит ничего хорошего ни болельщикам, ни организаторам. Правда, кое-кто из профессиональных спортсменов считает, что международные мероприятия такого масштаба – это как раз отличная возможность привлечь внимание людей к расизму, дискриминации гомосексуалистов и многим другим проблемам человечества. Вряд ли спорт может оставаться только спортом. Тут все взаимосвязано. Любой чемпионат мира проводится в определенной политической обстановке, и разделить их очень трудно. Конечно, от конкретных команд или спортсменов зависит, хотят ли они публично выразить свое мнение по какому-либо политическому вопросу и какое они выберут для этого место и время. Но бывает, что спорт как раз дает прекрасную возможность обратить внимание людей на ту или иную проблему. Другая проблема предстоящего мундиаля – финансовая. Вследствие углубления экономического спада в России организаторы уже были вынуждены в течение лета урезать первоначальный бюджет на проведение чемпионата на общую сумму свыше 30 миллиардов рублей или более $500 миллиарда. Не исключено также, что вместо первоначально планируемого 1,5 десятка первоклассных стадионов россиянам придется довольствоваться несколькими, которые они успеют привести в надлежащее состояние. Не говоря уже об автострадах, аэропортах и прочей инфраструктуре.
И, наконец, существует политический контекст. Испокон веков спорт объединял людей, позволяя им отодвинуть в сторону национальные, политические и экономические различия и конфликты. Однако в данном случае на Западе не намерены забывать о российской аннексии Крыма. Есть политологи, которые предлагают использовать Мундиаль как ту самую мягкую силу, когда человеческое общение действует эффективнее пушек и дипломатов. Я думаю, это отличный шанс для нас вместе с россиянами порадоваться тому, что у нас есть общего, и использовать этот опыт для того, чтобы вновь сесть за стол переговоров. Такая возможность открывается нечасто. Россия ею наверняка воспользуется, и нам надо сделать то же самое. Некоторые сторонники того, что ФИФА не следовало бы давать России право провести футбольный чемпионат, приводят в пример 80-е годы прошлого века. Тогда Америка бойкотировала Олимпийские игры в Москве, а всего через 5 лет советское руководство было вынуждено начать перестройку. Но, по мнению специалистов, сегодняшняя ситуация такова, что любой контакт рядовых россиян с представителями свободного мира можно только приветствовать. Организаторы турнира, политологи и сами спортсмены – люди различных профессий, но в одном они сходятся. Лишать Россию права проводить чемпионат мира по футболу было бы контрпродуктивным шагом. Вадим Оленичев, Андрей Дегтярев. Настоящее время. Вашингтон. Между тем, глава ФИФА Сепп Блаттер неожиданно поддержал введенный в российском футболе лимит на легионеров, иностранных игроков и даже призвал другие страны брать с России пример. Скандальное решение российского футбольного руководства о введении ограничения, которое допускает присутствие на поле не более 6 легионеров, вызвало серьезный резонанс среди российских болельщиков. Многие аналитики считают, что этот шаг не улучшит игру сборной России, а вот по качеству чемпионата ударит не на шутку. Стоит отметить, что в большинстве европейских чемпионатов отсутствует ограничение наличия иностранцев на поле. Каждый год в середине августа поклонники Элвиса Пресли со всего мира отмечают неделю Элвиса. Король рок-н-ролла умер 16 августа 1977 года в возрасте 42 лет. В четверг в его доме в Мемфисе, Грейсленд, в штате Теннесси, прошел очередной аукцион, на продажу в котором были выставлены более 100 лотов. Среди них кольца, браслеты, личные письма и одежда музыканта. Некоторые из ювелирных украшений певца были проданы за $20 тысяч, а его кожаный костюм ушел с молотка за 32 тысячи. Организаторы представили поклонникам 174 лота, что сделало аукцион крупнейшим в истории Грейсленд. По оценкам экспертов, общая стоимость всех предметов превышает $1 миллион. Третий раз подряд мы устраиваем аукцион с участием третьих лиц, коллекционеров, которые предоставляют предметы, принадлежащие, как им кажется, Элвису Пресли. Мы проверяем вещи по нашей базе данных и выставляем только те, подлинность которых мы можем подтвердить. Грейсленд и архивы находятся в собственности Лизы Марии Пресли и не продаются. Сюда приезжают не только поклонники Элвиса, но и коллекционеры, музыканты, историки поп-культуры, даже представители музеев. По словам аукциониста Грейсленд Лоры Бикет, Пресли был очень щедрым человеком. По ее мнению, есть некая ирония в том, что однажды отданные им вещи возвращаются в поместье, чтобы найти новых владельцев. Мы предоставляем возможность коллекционерам получить то, что они действительно хотят. Вещь переходит от одного человека, который бережно хранил ее, в руки другого, который также очень бережно будет к ней относиться. Вот в чем заключается энергетика аукциона. Среди лотов рубашка с автографом Пресли из его собственного гардероба. Он предоставил ее в качестве главного приза на соревнованиях бойскаутов в 1973 году. А вот цепочка с бриллиантом, которую в том же году Пресли подарил своему старому другу Сэмми Дэвису-младшему. И хотя большинство лотов не по карману обычному поклоннику Пресли, в любом случае возможность так близко подойти к личным вещам короля бесценна. Жизнь Элвиса – пример американской мечты. Он появился ниоткуда, а стал успешным музыкантом и актером. Но в то же время он не зазнавался и всегда был открыт для общения. Он был скромным человеком, и его очень любили. На этом наша передача подошла к концу. Спасибо, что были с нами. Завтра смотрите программу «Настоящее время. Итоги». В нашем субботнем выпуске Кострома, Новосибирск, Калуга, далее везде. Полоса выборного отчуждения для российской оппозиции. Кому не угодила ОБСЕ в Украине и годится ли нормандский формат для российско-украинских газовых переговоров? Все это в субботу в программе «Настоящее время. Итоги» с Юлией Савченко из Вашингтона. Мы благодарим коллег в Вашингтоне и всех наших зрителей. Смотрите «Настоящее время» в эфире своих национальных телеканалов. Я Шахида Якуб. Всего доброго. До свидания.